Если обобщить сведения из разных источников, из очень разных и созданных в разных странах, то выясняется, что в составе Ногайской Орды было, вот прямо упомянуто, 66 племен, элей, как они их называли. И присутствие еще, по крайней мере, 4 восстанавливается по косвенным данным. Вот вместе с их подразделениями для 16-17 веков я насчитал 139 подразделений. Ну вот получилась такая цифра, когда все собрал. И этому нашлось удивительное подтверждение. Оказывается, сами ногайцы в 17 веке называли себя народом 140 улусов. А османский автор 17 века Эвлия Челеби, когда рассказывает о временах, предшествующих приходу калмыков, ну то есть о 16 веке, он упоминает 140 племен ногайского народа. Ну, 140 округли, у меня 139, большая разница. Ну, я так и думал, что это просто условность, такая литературный прием, хотя странно, да, и слишком разные источники, независимые друг от друга, называют одну и ту же цифру. Так продолжалось до, по-моему, до ноября, до одной встречи на конференции, до одного разговора с молодым ногайцем по имени Тимур. Я, как всегда, спрашиваю, из каких вы ногайцев, там кандлы, кипчак, туркмен и так далее. Он сказал, я из булгаров. Вот Эль-Булгар ни в одном абсолютно источнике не упоминается. Ногайский Эль-Булгар. Но это, естественно, это старое древнее, по крайней мере, с 7 века известны булгары в степях. Вот он, 140-й Эль ногайского народа булгары, который почему-то не попал в источник, а в реальной жизни сохранился. Так что действительно получается 140 Элей, 140 племен ногайского народа.